Легендарный Абада, а.к.а. Гарри Рэй. Are you decide? Don't have to. Kam sigaret udmettiğimde peşikona Şiştagi ve aruz meşamde ona Ами музыка рамондым кейті дайодым Задимайды нюратеста быдым кейті файродым Как барой чима буар мекадым тыда барой чи Чирайофта не быдым Салом алейкум. Алейкум салом. Ака аму альбоми нави Абада бромат овардиш? Сар овардам то 6000 да бочи бачка. Не? Гавнес тугрия. Абада. Голос улиц Таджикистана. 29 августа 1988 года первый роддом Душанбе. На свет появляется мальчик, которому суждено переписать правила игры в таджикском хип-хопе. Его имя Раджабов Кайхусраф Файзулович. Сегодня его знает каждый, кто хоть раз включал уличный рэп на таджикском. Первые строки он начал писать в 2004 году. Молодой, дерзкий, голодный до самовыражения. Его дебютный хит «Ты не одна» сразу дал понять, появился новый голос. За ним последовали другие треки, ставшими хитами, которые разорвали локальные чарты и навсегда вписали имя Абады в историю таджикской рэп-сцены. Он не подражал, он создавал свое. Он не только рэпер, он философ улиц. Его творчество — это баланс между болью и гордостью, между дерзостью и правдой. Он одинаково уверенно пишет треки на таджикском и русском, обращаясь как к своим, так и ко всей постсоветской аудитории. Он самый популярный хип-хоп-исполнитель Таджикистана, без компромиссов. Сначала был псевдоним Абада, потом появился Harry. Как он сам объясняет в эксклюзивном интервью Levacant Pro, ему просто стало интересно, а как звучит Хусраф на британском? Ответ оказался Гарри. Так и родился Harry Рэй. Под этим именем он выпускает исключительно underground, дисы, мрачный хип-хоп с обостренным социальным нервом. Это не рэп для радио, это рэп для тех, кто видит мир без фильтров. Отец Абады – рабочий всю жизнь, как говорит сам артист, как Эминем на заводе. Мама на заслуженном отдыхе растит внуков. Абада женат на той, которую выбрал сердцем. У него 3 детей. И он горд этим больше, чем любыми цифрами на ютубе. Цель моего творчества – показать мой феноменальный талант. То, что вы слышите сейчас, это только половина того, на что способен мой мозг. «Я хочу узнать, до какой стадии гениальности могу дойти», — сказал он в интервью Levacant Production. На вопрос, что он посоветует молодым артистам, его ответ прост: меньше слов, больше дела, больше тру рэпа. А когда его спросили, когда были лучшие годы его карьеры, он ответил, не раздумывая: они еще впереди. Сегодня Абада продолжает выпускать новые альбомы. Его слушают те, кто ищет настоящую музыку, а не маркетинг. Он представитель старой школы таджикского хип-хопа, но с идеями, которые звучат как будущее. Он не просто артист, он движение, он эпоха. Почему Абада остается легендой таджикского рэпа? За плечами не только сольные релизы, но и участие в знаковых коллективах вроде Вьюга Альянс. На сцене и как артист, и как судья батлов. А в сердцах фанатов, как голос улицы, лирик, которому верят. Этот выпуск не реклама и не фанатская похвала. Это дань уважения эпохе, стилю, атмосфере. Ностальгия по временам, когда рэп был настоящим. Когда быть народным значило больше, чем быть фальшивым на больших экранах. Сотрудничал с мастодонтами вроде Мастера и Смайла, но никогда не гнался за трендами. И даже без частых клипов и альбомов, его музыка продолжает жить в наушниках слушателей. Абада — это школа, это стиль, это история. Он как голос ветра душанбинских улиц. Его строки — это хроника молодежи, выросшей на фоне сменяющихся эпох. Он как голос ветра душанбинских улиц. Его строки — это хроника молодежи, выросшей на фоне сменяющихся эпох. Когда другие продавались, он оставался настоящим. Когда сцены тухли,
Он собирал батлы. Это артист без костюмов, но с характером, без продюсеров, но с идеологией. Фанаты не ждут от него взрывов, они ждут правды. Не хайпа, а строчки, которая попадет в грудь. Он не гонится за цифрами, он делает музыку для тех, кто чувствует. Он как Нас в Квинсе, как I.M. в Марселе, как Тупак в Окленде и как пишут в хип-хоп-порталах. Если сравнивать в масштабах СНГ, это не просто местный артист. Он на одной полке с теми, кто создает лицо своей страны, как Скриптонит сделал для Казахстана, как Баста для Ростова, как Джахалиб для Алматы, так и Абада для душанбинского андеграунда. Но в отличие от многих, он не ушел от улиц. Он остался. И это его сила. Это рэп без цензуры, без политеса, без пластика, но с душой. As Tajikistan's rap scene gained just like Abada. Abada stands at the forefront of Tajik hip-hop. Abada has force in Tajikistan. Tajik rap finds its voice in Abada. Lyrical, apologetic. Вот была ли у тебя мысль, да, бросить все и уехать отсюда подальше? Была. А сейчас ты как? Вот, есть до сих пор такое посещает? Я уже больше о семье думаю, чем такого уже нет. А теперь обращение к фанатам музыканта. Прошу сейчас поставить на паузу видео и написать комментарий. Ваш любимый трек Абады и с кем бы хотели услышать совместную работу Абады из новой школы. Комментарий, набравший больше лайков, сотворит историю. Также пишите, чью биографию из таджикских хип-хоп-артистов вы бы хотели увидеть в следующем выпуске. Постепенно, но уверенно, иншаллах, таджикский рэп выходит на мировую арену. И каждый, кто ценит восточную музыку, знает, настоящая красота в персидской поэзии и звучании. Если чувствуешь это, поддержи выпуск лайком и проверь, подписан ли ты на канал. Слушай только правильную музыку, только true. Нужна без джона, рав садой, борон, джил-джил.